Ну что, мы продолжаем свое вещание. Напомним, что сегодня, 4 июня, отмечается Всемирный день борьбы с кариесом. Мы это событие решили отметить в студии нашей программы. Да, Делимся полезной информацией. Да, потому что еще каждый раз в детстве нам постоянно говорили: не ешь сладкого, да? Зуб будет болеть, кариес будет. Ну, в общем, много всего нам говорили. Сейчас будем развенчивать мифы или, наоборот, подтверждать их. У нас в гостях врач-стоматолога Лилия Егафарова. Лилия Финатовна, доброе утро. Доброе утро. Ну что, действительно, кариес – это одно из самых распространенных заболеваний на планете. Все верно, к сожалению, является таким, как вы сказали, самым распространенным заболеванием. Поражает, к сожалению, да, все слои населения, все возраста, все регионы. Никакая профилактика не спасет. Профилактика спасает, да, но, к сожалению, мы не применяем ее, так скажем. И относимся очень легкомысленно к здоровью зубов. Вот. Это, я не знаю, это с детства, наверное, идет. Ну вот как приучили родители, так и делаем. Так вот смотри, я дуралей, мне 33 года, и я до эфира, честно, я не знал, как выглядит этот кариес. Я думал, что это вот эти черные точки между зубов. Оказалось, что он может быть таким, но не обязательно. И, в общем, как понять, что у вас кариес? Как понять, что у вас кариес? То есть, что такое вообще кариес? Да? Кариес – это сложный патологический процесс, который разрушает твердые ткани зуба. Вот визуально как его понять, что это он? Бывает несколько стадий вообще, да, кариеса. То есть кариес начинается стадия пятна. Вы видите белое либо коричневое пятно. Вы его можете заметить. Даже белое пятно – это тоже? Да, белое пятно – это начинающаяся деминерализация, ослабление эмали. Угу. То есть наша эмаль, она очень плотная, да, самая плотная часть в организме, но она очень реагирует на снижение кислотности. То есть при повышении кислотности в полости рта у нас эмаль ослабевает, к сожалению, становится очень проницаемой. И попадают микроорганизмы в полость зуба, начинается разрушительный вот этот процесс. Белые, коричневые, черные пятнышки на зубах, это уже говорит это уже признак, да, что нужно обратиться обязательно к стоматологу. Но, как вы сказали, только маленькое количество пациентов могут определить кариес дома самостоятельно. Да. Потому что, да, мы быстро на ходу чистим зубы, особо не смотрим, плохое освещение в ванной комнате, и это все незаметно. Поэтому нужно ходить к стоматологу. Обязательно, раз в полгода. Это должно быть традицией вашей. Понятное дело, что это традиция хорошая, ходить, хотел сказать, к психологу, к стоматологу, чистить зубы, все делать. Что делать для того, чтобы реже ходить к стоматологу? Чтобы реже ходить к стоматологу, нужно для начала прийти, показать свою полость рта, определить проблемы. Очень важно, чтобы стоматолог объяснил вам технику чистки зубов, подобрал правильные средства ухода за зубами, потому что чаще всего пациенты не знают элементарных основ азов, потому что мы пользуемся просто пастой и щеткой, а этого абсолютно недостаточно для хорошей гигиены. То есть обязательно нужны дополнительные средства. Это ёршики, зубные нити, ирригаторы. То есть это просто необходимо, потому что... элементарно, вот даже вы мне говорили, что щетка зубная не должна быть вот такой вот ребристенькой, если кому-то кажется, что она лучше очищает полость рта. Нет, щетка она должна быть с прямыми щетинками. Ровная, с прямыми щетинками, представляете? Так, подождите, я пользуюсь своим положением, значит, ведущего. Спрошу, а у меня вот щетка такая ультразвуковая, но с прямыми, я сейчас вспомнил, да, с прямыми. Вы знаете, ультразвуковая щетка, она, да, действительно классная. Но мое отношение к ней такое, скажем, не очень. Почему? Объясню. Потому что многие пациенты полагаются на то, что чудо-щетка сделает сама все за вас. То есть, да, просто поставил, прошел, непонятно как, какими движениями, и вычистился налет. На самом деле нет. Даже при использовании электрической щетки нужно делать правильные движения, которые вам должен объяснить ваш стоматолог. Вот тоже надо идти. О том, что кариес заразен, для меня это открытие сегодняшнего утра. Родители часто заражают кариесом своих детей. Совершенно верно, потому что, да, мы все рождаемся, можно сказать, с практически со здоровой полостью рта, да, полностью, то есть свободной от микроорганизмов, да, и самое частое, как мы это получаем,
когда мама начинает целовать нас в губы. Когда вот так вот Когда знаете, это- кормит тебя Или пюрешкой, ложечкой, да-да-да. или какой-нибудь горяченький. Сначала Сначала сама поела. попробует. Да. Ну да. А чуть получается, если целуешься с такой дамой, с зубами плохими, да, тоже так и Почему ты на получается... меня показал? Нет, У меня у тебя хорошие хорошие зубы. зубы. К сожалению, Вообще, да, я имею в к виду, что... сожалению, да, потому что, ну, кариес вызывается такими бактериями, как стрептококки, стафилококки, и они, к сожалению, О, передаются. мой бог! Кариес передается от взрослого человека взрослому человеку через поцелуй. Ты что, Как сейчас теперь не с этим целоваться? жить? Не Как целоваться, теперь с что этим ли? Приводить свою половинку Не, ну, тоже на прием. может быть, после поцелуя можно полоснуть ротом, я не знаю. Да, может быть. Цель так. профилактики. Да, полоскатель И- антибактериальный. Помыть. Будет выглядеть очень странно, но зато зубы будут здоровы. Ну и возвращаясь к тому, что раз в полгода нужно ходить к стоматологу, это Обязательно. дешевле намного, чем усугублять ситуацию в полости рта, доводить кариес до какого-то суперглубокого там состояния. Проще маленькую точечку вылечить, это однозначно 100%. Ну, а по Конечно. поводу не ешь сладкое, зуб будет болеть, это миф или это реальность? Ну, что касается конкретно сладкого, можно сказать, что это больше миф, потому что Супер. Потому что, нравится. да, бактерии питаются в полости рта углеводами, а углеводы это же не только сахар, правильно? То есть это и крупы, и фрукты, и ну, практически большая часть продуктов. Поэтому тут важную роль играет хорошее очищение после приема пищи, да, то есть длительность пребывания вот этих углеводов в полости рта, потому что повышается опять-таки кислотность, бактерии попадают в полость зуба и происходит вот процесс разрушения. После приема пищи достаточно ли нитью пройтись или прям вот нужно чистить зубы? Хотя бы ополоснуть рот. В идеале бы почистить щеткой. Можно даже без пасты, да, как альтернативу я вам рассказала, что можно пользоваться монопучковой зубной щеткой. Это что такое? Монопучковая зубная щетка. Она такая маленькая, которая в сумочке, знаешь, лежит и не мешает тебе. Маленькая. Ну, то есть она, да, она помогает вычищать труднодоступные места, там, где не достает обычная зубная щетка. То есть очень классная вещь. И, ну, и нитка. То есть нитка, она не заменяет вам чистку. Она А знаете, что дополняет. заменяет все? И монопучковые ваши вот эти вот щетки и Ну-ка. нитки все. Да, съемный Взял зубной так вот протез. палец, нанес на него зубной пасты чуть-чуть. Ну, когда нет ничего под рукой, я так Вот делаю, не еще знаю. нет. Бам-бам-бам-бам-бам. И тогда Помылась, съемный протез нормально. точно тебя будет ждать уже совсем скоро. Тебе всего лишь 33 года. Нет, очень важно механически очищать зубы щеткой. Все Самое понятно. главное, Теперь да. будем говорить про то, какими еще способами можно заработать себе кариес. Вот у животных есть ли он и передается ли он? От животных? Ну да. Господи, у животных вообще нет Ну, кариеса. собачки, кошечки, мало ли, дети постоянно с ними целуются, постоянно Нет, облизывают нет, своих... животные тоже страдают. То есть, Что? У животных есть кариес? Да, Я думала, нет. есть. И И животные теперь... тоже лечат зубы. И собакам. Сейчас это очень распространено. А от животных к людям тоже может кариес передаваться? Ну, А там не только, мне мы с кажется, кариес животными может так передаваться. не целуемся. Ну, в общем, думаю, я так понимаю, что собаки, кошки, это тоже ваши пациенты, что ли? Нет, это пациенты ветеринаров. То Ну есть, да. Но нам надо быть аккуратными теперь. Теперь мы знаем, что от собак теперь вы от кошек... знаете все. Теперь от собак от кошек тоже может заработать кариес. Ну и если не лечить кариес на молочных зубах, то он перейдет на коренные зубы. Да, Правильно? да, да. Очень часто заблуждение родителей, что не нужно лечить молочные зубы, что они и так выпадут. Это совершенно Вот. неверно. Потому что, ну, то есть мы понимаем, да, что общее инфицирование молочных зубов приводит к инфицированию в последующем и зачатков постоянных зубов. И ранее потеря молочных зубов тоже ведет за собой ряд последствий. То есть это нарушение прикуса. Все это очень, так скажем, неправильно и нехорошо. Нужно обязательно лечить молочные зубы, нужно обязательно контролировать гигиену у детей. Я вообще советую чистить родителям самим лет до 8 зубы. Да. Серьезно? Детям до 8 Да, вообще в лет Европе чистить? принято до там, 10-12 лет родители А сами как же чистят зубы. вырабатываемая самостоятельность? Ну, мы, конечно же, приучаем. То есть мы даем щетку ребенку, он сначала чистит сам, а потом уже родитель дочищает. Ага. То есть есть такая классная штука, могу, да, тоже подсказать. То есть существуют специальные дополнительные, опять-таки, средства, как индикатор налета.
Вот, Лиль, не помню, вам рассказывала или нет. То есть мы наносим специальный состав, который окрашивает зубной налет. Ага. И вы его действительно видите, он окрашивается. То есть вы почистили Стоматологии зубы. только можно делать. Нет, может приобрести любой Это как вообще зубная человек. паста? Индикатор зубного Да. налета. То есть и вы окрашиваете полость рта, ребенку, себе, вы видите. Потому что многие пациенты мне говорят, ну как я не чищу зубы, да, я чищу 2 раза в день, у меня отличная гигиена. Я говорю, окей, проверим, наношу индикатор, и все становится явным, где пациент не дорабатывает, то есть он даже не понимает, то есть он привык чистить в одном направлении, да, и в одном положении щетка, Да. а на самом деле этого недостаточно. Берегите себя, свои зубы, будьте супер здоровы, классной вам пятницы, классных выходных. Мы с вами прощаемся. Я пошла Но чистить зубы просто. Ненадолго. На потому следующей что- неделе увидимся. Да, потому что на следующей неделе увидимся. Лиль Курамшина. Иван Тихонов. Пока-пока.